Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Ассаламу алейкум. Итак, сегодня, мы в эфире, если я не ошибаюсь. Сегодня 26 июня 2026 года, 18 часов по Берлину, соответственно, 19 часов по городу Джохару. Я вас всех, друзья, приветствую. Так, включим свет, наверное, не включал, потому что слишком жарко у нас тут. Слишком жарко. Друзья, сегодняшний мой стрим называется «Мощнейшая атака на Россию. ФСБ готовит нападение на Европу?» Вопросительный знак. Об этом и многом другом давайте поговорим. Но перед этим напоминаю всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Будьте осторожны, друзья. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, если для вас это безопасно. А мы начинаем, друзья, мы начинаем. Так, по ударам давайте я вам кратко расскажу. О событиях. В ночь с 25 на 26 июня 2026 года предположительно Украина провела одну из самых масштабных дроновых атак на фашистскую Россию за 26 год. По данным Миннападения фашистской России было перехвачено и уничтожено 660 украинских беспилотников. Это рекордный показатель за этот год. Предыдущий максимум был около 556, то есть чуть больше 100 уже, чем в мае этот был удар. Это говорит о том, что эскалация она продолжается, у Украины дронов все больше и больше, и можно сказать, Украина выносит фашистскую Россию. Атака затронула 12 российских регионов, оккупированный Крым, акватории Черно-Азовских морей. Это часть продолжающейся украинской кампании, очевидно, по ударам дальнобойными дронами по российской военной, энергетической и промышленной инфраструктуре. Здесь важно отметить, что украинцы соблюдают правила и обычаи ведения войны, и несмотря на столь масштабную атаку, погибших всего один человек, этот человек погиб в Тульской области на заводе, на химическом комбинате «Азот». Над Москвой было перехвачено 47 дронов. Введены ограничения, как обычно, в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Значительно разрушений и жертв в самой Москве, Московской области не зафиксировано. Тульская область. Главная цель атаки. Самые серьезные последствия именно там. Массированный налет на химический комбинат «Азот» Новомосковский, крупнейший в России производитель аммиака и азотных удобрений. По данным Reuters и других источников, предприятие также поставляло химикаты для производства взрывчатых веществ. То есть украинцы законную цель, военную цель по производству взрывчатки уничтожило. Слава Украине! Зафиксированы повреждения промышленного предприятия и линии электропередачи. Пожар на самом заводе «Азот» и на Новомосковской ГРЭС, электростанции, обеспечивающие теплом значительную часть города. Местные жители сообщили о взрывах в течение нескольких часов, черном дыме и запахе аммиака. Это уже вторая атака на «Азот» за короткое время. Предыдущая около 14 июня произошла. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом, ранена женщина.
Видимо, это произошло, когда русские сбили дрон, и обломки упали на частный жилой дом. В Белгородской области, вот там погиб, кстати, не в Туле, а в Белгородской области погиб человек, гражданский, как сообщают россияне. Также в Белгородской области была высокая активность дронов. По последним данным, более 100 перехвачено. Это Россия сообщает. Зафиксированы жертвы среди гражданских, 1 погибший, 3 раненых. От дронов и сопутствующих обстрелов, по данным местных властей. Также дроны сбиты над полуостровом Крым, или уже, может быть, островом, то есть огневым уже поражением. Полуостров фактически превращен в остров. И, скорее всего, как и предсказывал Джохар Дудаев, Крым ждут тяжелые времена, и там будет очень жарко. В прямом и в переносном смысле. Есть сообщение о пожаре в Крыму в районе средств ПВО «Панцирь» и аэродрома в районе Керчи. Возможны проблемы с электроснабжением, в том числе в Севастополе, частично связаны с предыдущим ударом. Другие регионы. Дроны фиксировались, сбивались над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Астраханской областями и другими. То есть фактически всю Россию накрывают украинцы. Предположительно украинцы. Мы же не знаем, может, это инопланетяне. В большинстве случаев только перехваты и обломки, без крупных разрушений, по данным самой лживой российской пропаганды. Также, по данным фашистской пропаганды, они очень успешно отбивались и так далее. Украина продолжает стратегию повторных ударов по одним и тем же объектам, чтобы мешать ремонту и производству. В ответ фашистские оккупационные силы фашистской России нанесли удары по объектам в Украине, в том числе по логистике, складам Сумской и Днепропетровской областях. Вот такая вот информация. Также в начале своего стрима, друзья, почему вы не пишете комментарии никто в YouTube, по крайней мере. И в начале у нас, кстати, идет атака на канал. Вчера вы могли заметить, была очень мощная атака на канал. И знаете, я обратил внимание, от моего заголовка зависит, от заголовка моего видео зависит, будут атаковать они мой канал или нет. Вот вчера я говорил про Ноя, говорил про историю чеченского народа, кто мы такие, откуда и так далее. Так вот, это очень им не нравится эта тема. И ее атаковали. Канал атаковали, поэтому вот такое произошло. И часто такое бывает, если я какие-то вещи делаю, такие говорю, такое бывает. Сейчас, одну секунду. Вот такие вот вещи произошли, друзья, происходят на нашем канале, поэтому не удивляйтесь. Хотя вы, мои постоянные зрители, уже давно, наверное, не удивляетесь этому. Так, 24 июня, то есть позавчера, 2026 года, вечером, около 18 часов 4 минут по местному времени, севера Венесуэлы потрясли 2 мощных землетрясения подряд, так называемый дуплет, двойное событие. Магнитуда первая магнитудой 7,2, и второй толчок произошел, второе землетрясение через 39 секунд магнитудой 7,5. Это одно из самых сильных землетрясений в истории Венесуэлы за более чем 100 лет, сильнее последнего крупного события 1900 года. Эпицентр находился в северной части страны, район штата Яракуй, недалеко от города Морон, примерно 170 километров западу от Каракаса. Землетрясение произошло на границе карибско-южноамериканских плит, правосторонний сдвиг и так далее. Толчки ощущались на огромных территориях.
Разрушение оказалось очень серьезным, особенно в густонаселенных районах. В Каракасе обрушились жилые дома, офисные здания, в том числе в районах Альтамира и так далее. Сообщалось о частном обрушении многоэтажек. Погибших от 188, а ранее официальные данные, до 235-589 по заявлениям властей и последним отчетам. Раненые от 1500 до 3000. Застрявших под завалом более 200 человек по разным данным. Тут проходила информация, что там от 10 тысяч до 100 тысяч пострадало. Ну, пока это не подтверждается, но очень много старых зданий, и слабая инфраструктура, коррупция. Помните, как произошло в Турции такое? Вот это все происходит. Выражаю искренние свои соболезнования всем пострадавшим, родственникам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вот такие вот дела, друзья. Так, Зубер Машвойло. Так. Я хотел бы еще обратить внимание на человека, который обратился к Путину и сказал, что если вы меня не примете, то я вам что-то там сделаю, что там развернут оружие военное на Кремль и так далее. И знаете, это очень интересная реакция на то, что происходит. И даже не столько в самой России, как здесь на Западе. Так вот этого бедолагу, который фактически сказал, это не мое сообщение, я передаю сообщение и так далее, здесь такая волна поднялась. Вот, он там а, Путина хотят свергнуть и так далее. И знаете, может быть, я уже накручиваю, но у меня закрадывается впечатление, что все боятся, что Путина свергнут. Вот просто такая вот странная ситуация происходит. Все боятся, что Путина свергнут. Понимаете? И есть такой один чувак там, не помню его фамилию, ГБшник один. Он пригласил этого деятеля, этого военного преступника, боевика в Москву, не к Путину, конечно, ну, к себе там, чтобы он все рассказал ему там в Москве. Блогер там один есть, ФСБшник. И что интересно, этот блогер ФСБшник якобы как будто выступал, он как будто против Путина, там, против этой системы, которая работает. Ну, такие вещи мог иногда пускать в эфире. Также там есть такой Шевченко, к нему он тоже приходил, и там они вместе общались. Ну, короче говоря, вроде бы какие-то оппозиционеры такие серьезные. Но как только военные начали говорить о том, что они развернут оружие на Кремль, сразу вот этот блогер, Бородин, по-моему, фамилия, сразу же засуетились. А что такое? Почему военных не поддержать? Почему бы не пойти на Кремль? Почему бы не свергнуть людоедов, которые сидят в Кремле? И знаете, нам постоянно рассказывают, что один Путин виноват, это Путин виноват. Но это не так. Путин это ничто. Есть система. Эту систему никто не хочет сворачивать. Просто обратите внимание, как нагло и лицемерно ведут здесь просто на Западе себя. Обратите внимание, как ведет себя ПАСЕ. Просто в ПАСЕ приглашают всех КГБшников. Здесь, в Европе, огромное количество русских иммигрантов, российских иммигрантов. Я могу несколько человек привести. Алейкум наманас. Просто несколько человек привести, которых, ну, я не подозреваю в связях с фашистской вот этой КГБ, ФСБ. Но приглашают в ПАСЕ только гибнюков, вчерашних депутатов, вчерашних каких-то там функционеров, ну просто какой-то вот вся вот эта свора ГБшная просто, ГБшная сволочь, вся приглашается в ПАСЕ. И таким образом врагом делают одного Путина. Это обман. Путин это только винтик, да, большой винтик наверху, который находится, крышка этой системы. Но это всего лишь один человек. Система выстроена уже больше 100 лет, которая работает на подавление как русского народа, так и всех оккупированных вот этим русским народом
имперским, фашистствующим русским народом, оккупированные другие народы. Невероятно просто. И все это происходит на наших глазах. То же самое можно сказать про Украину. Обратите внимание. В Украине глава офиса президента сейчас находится под следствием. Обратите внимание. И есть такой подоляк, который нагло просто заявляет, что мы какое-то там этническое сообщество внутри России. Хотя Верховная Рада Украины признала нас независимой страной и что над нами совершен геноцид. Несмотря на то, что избранники народа говорят такое, сидит вот этот пророссийский, античеченский, что Кирилл Буданов, что Ермак, который сейчас под следствием находится и не сидит в тюрьме. Почему такие привилегии? Почему какому-то ФСБшнику, как мелкой сошке, сейчас дали пожизненное за то, что он там ФСБшникам помогал, России помогал. А Ермак даже не сидит под следствием. Ну как это, куда это годится? Хотя очень даже есть все основания полагать, что Ермак очень тесно сотрудничает с Россией, с ФСБ. Это вот, знаете, все говорят, Зеленский сейчас там, кто какой-то военный, по-моему, или даже политик, не помню сейчас, кто читал в Фейсбуке, сказал, что вот, Зеленский там выстоял, Зеленский там побеждает там и так далее. Не Зеленский это побеждает. Вопреки всему побеждает украинский народ, который борется за свою свободу. Понимаете? И вот в чем вопиющий факт. Мы столько сейчас теряем, украинский народ сейчас теряет, весь мир теряет. И мы, чеченцы, потеряли огромное количество своих людей в борьбе против вот этой империи зла. И сейчас нас фактически обманывают, и потом снова те же КГБшники, вот ПАСЕ договариваются. Но это куда годится? Куда это годится? Нас обманывают, друзья. Нас обманывают. И мы должны держать руку на пульсе, так сказать, чтобы нас не обманывали, чтобы нас не привели, чтобы мы окажемся у разбитого корыта. Бились, в конце концов оказались там, где и были. Те же КГБшники. Мы это уже проходили. Мы это проходили, когда разваливался Советский Союз. Мы это проходили, когда оккупировалась Ичкерия, Чеченская республика Ичкерия. Мы это все проходили. Когда эти гимнюки, они там рядом вокруг ошиваются, да, рядом с патриотами, рядом с пассионариями. И потом этих пассионариев, патриотов каким-то странным образом убивают, что-то с ними происходит, а рядом, кто вот околачивался, ошивался рядом, они потом становятся супер ярыми патриотами. В кавычках, конечно. И все, и власть народа, то есть демократии, мы не получаем. Мы получаем ту же систему КГБ по управлению нами. И мы должны быть внимательны, да, к этому. Так, так. Так, еще не очень хорошая новость, к сожалению. Ушел из жизни фашист, экс-министр обороны фашистской России Сергей Иванов. С чем я вас всех поздравляю. Но она не очень хорошая, потому что этот ублюдок ушел от справедливого чеченского суда. Но, слава богу, он не уйдет от божественного суда. Это успокаивает, это радует. Но, опять же, хотелось бы видеть этого ублюдка на скамье подсудимых в городе Джахаре,
либо в Гааге. Но, увы и ах, Бог посчитал, что этот мерзавец должен умереть сейчас, фактически. Но я хотел бы как раз в тему то, что сейчас говорил, по поводу того, что украинский народ вопреки выстоял и побеждает. Генерал Кристоф Ковольный есть такой генерал, заявил, когда запасы артиллерии стали истощаться, украинское общество в стихийном порыве начало собирать дроны в мастерских, а инженеры выезжали на передовую и тут же находили ответ на средства противодействия врага. Так, с нуля и снизу Украина выстроила дешевую, но очень эффективную военную экосистему. Без сомнения, самые опытные инженеры по дронам в мире сейчас находятся в Украине. И тем самым Украина набрасывает для всех нас контуры войны будущего. Украинский народ, на самом деле, вся заслуга украинского народа. И мне не нравится, когда говорят, что это Зеленский, там, Кирилл Буданов, Зеленский, там, Подоляки, Ермаки, всякие. Вот они побеждают. Ничего подобного. Дерется, гибнет, побеждает, не сдается украинский, великий украинский народ. И вот генерал Уэсли Кларк. Украинцы сражаются за нашу свободу прямо сейчас. Они самая мощная сила в НАТО. Вся безопасность Западной Европы зависит от исхода этой войны. Вот с этими словами я полностью согласен. Абсолютно. Абсолютно. И вот почему я сегодня назвал свой стрим именно так, как я его назвал. Мощнейшая атака, и будет ли ФСБ, готовит ли нападение на Европу. Дело в том, что очень сильно Лукашенко в последнее время просто извивается. Может, он какую-то информацию имеет, что Путин хочет напасть, устроить какую-то провокацию. Нам война не нужна, давайте договариваться, говорит Александр Лукашенко. Рассказал, что встречался с представителями Владимира Зеленского в Минске. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского, заявил 25 июня Александр Лукашенко послу России в Беларуси Борису Грызлову, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который прибыл с визитом в Минск. Я им прямо сказал, ребят, вы передайте своему президенту, что он думает, что можно так вот с нами разговаривать, еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны и так далее, и так далее. Поэтому давайте, ребята, договариваться существенно, сказал Лукашенко. Если такое Лукашенко говорит, ну, как мы понимаем, вот эта суета, которая пошла, перепалка между Зеленским и Лукашенко, это говорит только лишь об одном. Либо Россия готовит нападение, либо Запад готовит нападение. То есть на какую-то там войнушку. То, что она произойдет, в этом нет практически никакого сомнения. Практически. Дело в том, что 24/7 весь мир производит, западный мир производит оружие. Это огромные миллиарды, да, колоссальные огромные деньги, которые туда вкладываются. И, скорее всего, просто так это не обойдется. И мы движемся в мощнейшей конфронтации, очень мощной конфронтации. Такое же было в 2013 году. В 2013-2012 году. Дело в том, что тогда Башара Асада пытались свергнуть, и в 2013 году произошел террористический акт в Бостоне. И вся американская система, которая была подготовлена на то, чтобы свергнуть Башара Асада, она была, уже оружие было накоплено, уже там планы, цели были поставлены, и уже выдвинулись там авианосцы, все остальное, все перенаправили в сторону Сирии. И в этот момент произошел террористический акт. Потом появился, как мы все помним, ИГИЛ. Мы знаем, что во временно оккупированной Ичкерии убивались молодые люди, чеченцы, с их документами. Российские спецслужбы отправляли своих вояк в Сирию под видом ИГИЛ.
Мы понимаем, что ИГИЛ накачивался в фашистской России. И а, тогда не свергли Башара Асада, как мы понимаем, как мы знаем, он теперь благополучно проживает в Москве. Убийца, тиран и так далее. И в этой ситуации фактически все силы были перенаправлены с Башара Асада на вот этих игиловцев. А игиловцами потом назвали всех просто. Всех просто, кто с оружием в руках был и говорил Аллах Акбар. Это все были игиловцами, уже обозначены. Хотя там все говорят Аллах Акбар. И христиане там говорят Аллах Акбар, и мусульмане говорят, потому что это Бог велик, значит, по-арабски. И все. И все люди на арабском языке говорят, и христиане, и мусульмане, Аллах Акбар. Аллаху Акбар. Вот такая вот ситуация произошла. И когда сейчас события разворачивались в Иране, ситуация была именно так. Оружие накоплено, и нужно было все это оружие направить против фашистской России. Ну вот произошла вот эта ситуация, и, возможно, мы увидели бы очень страшную ситуацию. Нас просто подводили. Страшная ситуация. В первую очередь, конечно, от этого пострадали бы американцы, и в первую очередь Запад, Европа пострадала. Потому что готовилась провокация в самой Европе. И первая в этой Европе стоит, это Германия. Против Германии ведется. Самая вот такая борьба ведется между фашистской Россией и западными странами. И была опасная ситуация не только для Европы, но она и для Украины стала бы очень печальная и очень опасная. Но ситуация изменилась. Бог на стороне Украины. Абсолютно 100%. Бог на стороне Украины. Украина ведет священную войну, и поэтому ей очень много просто сопутствует удача. Просто вот то, что я вам сейчас прочитал про то, что не было оружия. Помните, когда не было оружия, оно же не потому, что его не было. Этого оружия просто девать некуда тут на Западе. Еще его делают, производят и производят. Дело в том, что вот как писал Кристофер Каволли, украинский народ начал в мастерских делать дроны и искать выход. То есть не ждать, что кто-то, говорит, дядя приедет там из-за океана или с Германии, или с Лондона и будет там помогать. Сказали, хорошо, будем драться, как всю свою историю. Сами дрались, как их предавали всегда, как и нас предавали всегда. Точно так же украинцы и сегодняшние украинцы борются сами, не надеюсь. Да, помогут, хорошо. Все же прекрасно понимают, если Украина не выстоит, то Россия просто всей этой массой навалится. Причем еще при помощи уже коллаборантов украинцев она будет использовать, как она использует чеченцев сейчас против Украины. Вот эту ситуацию все понимают. Поэтому Украина выстояла, украинский народ выстоял. И мы должны это все прекрасно понимать. Ни Зеленский, ни Запад, да, все помогали. И Зеленский молодец, что стоит там, держится, что Запад помогает, очень нужная и необходимая помощь. Ну как помогали Украине? Дозированно, по чуть-чуть. Вот, мы вам 11 Абрахамсов, помните, американцы? Прям было стыдно было это слушать. 11 танков отправляют Абрахамсов. 11 танков, это как раз на один бой там в Украине, учитывая интенсивность какая там есть. Вот, там дали это. Да, конечно, спасибо огромное. Это я говорю, украинцы лучше так не говорите. Потому что это очень важно было, очень нужно было. И джавелины нужны были, и все остальное было нужно. Понимаете? Но Украина, понимая, что ее фактически, знаете, шантаж такой, выкручивает руки, получается. Мы вам чуть-чуть дадим, а вы нам полезные ископаемые. Вот забрали у Украины полезные ископаемые на 50, на 100 лет. Трамп, его зять, они будут еще, его внуки, дети, внуки будут еще на этом наживаться. Вот такая вот была ситуация. И украинский народ выстоял и выстоит. Украинский народ ничего не победит. Никто и ничто. Бог на стороне Украины. Пока Украина, украинские воины соблюдают правила и ведения войны. Это очень важно, украинцы. Это очень важно. Правила ведения войны, это не какой дядя там придумал. Это
тысячи лет вырабатывалась на основе божественных законов. Все международное право основано на божественных законах и на опыте человечества, тысячелетнем опыте. Понимаете? Как-то так, друзья. Так, давайте посмотрим, что там с комментариями. Всех приветствую. Привет, Ваха, Раял, алейксалам, Муслим. Всех, друзья. Габриэль, приветствую. Алейксалам, СЦ, всех я вас приветствую. Так. Что у нас тут в ТикТоке? Экборз. Так, давайте запустим Экборза. Экборз, я стрим собирался провести не участвуя, но раз ты будет тут несколько человек, я хочу пообщаться, чтобы немножко было общение. Давайте я вас включаю, но ненадолго. Хорошо? Потому что я хочу потом продолжить свой стрим. Мне еще кое-что есть сказать, да, по поводу еще некоторые объявления мне еще нужно делать. Так, давайте я вас приму. Так, мудреца мы примем. И кого мы еще примем? И еще юзера примем. Так, Экборз. Нету больше Экборз. Так, мудрец, мы тебя слушаем. Машол. Приветствую. На русском говорите или... Да, лучше на русском, на русском мудрец. Я понял. Все понимаю, следим, давно слежу, Биаланчон Дайна, как говорится, еще с тех краев. С некоторым переездом, перемещением, сейчас вроде в лес. Есть такой у меня вопрос такой, немного, может, не в тему, но тем не менее косвенно все это того касается. Есть такой товарищ, как Ломаев Муса. Сейчас совершенно случайно, я и знать не знал, особенно не специалист в этом деле, влез, поговорил с ним. Там своя контора, сидят, то да сё. И он меня удивил. Было одно мнение, другое. Но я с ним даже поспорил в этом. Нет, он настоит на своем. И мне пришлось ему сказать, послушай, ну он такие вещи выдает там, типа, вы же понимаете все, что Россия не может развалиться и никогда этого не будет, туда-сюда. Но он говорит в этом. Я ему напомнил о Советском Союзе и так далее, и сказал ему, послушай, дорогой, у меня ничего тебе от этого минусов нет, конечно, но один из тех, ну и, соответственно, из окружения, я, конечно, тоже, так сказать, мнение передам, говорю тебе, у тебя один к одному все слова, что ты говоришь, это хороших русских. Тот он замялся, и даже его товарищи. А у меня, конечно же, сложилось. Этот товарищ из одной области уже перешел где-то ну, понятно, там где-то выступает, дает интервью, я не против этого, все такое, информационная война, там тоже все. Но, по всей видимости, он конкретно перешел на коммерцию, и, по всей видимости, вот эти вот такие сякие русские, свои компании, так сказать, конторы, там, ЕСПЧ и так далее, они, видать, ходорковские, так сказать, подачки начали доходить. Мне так показалось. И вопрос Закаева так случилось, то да все в этом плане. Разговор был такой жесткий. Я говорю, слушай, то да все, когда дома. Я говорю, какой смысл, если, как ты говоришь, вообще это невозможно, этого не будет. Вообще тут сидеть тарахтеть. Какой смысл? И для народа нашего, и надежды ты рушишь, и все такое. С чего ты взял? Вспомни Советский Союз. Другой вопрос. Закаев сидел, говорил, то да все, обращаясь там ко всем домашним, там говорит, типа, все, кто там, что такое, там имеется в виду, кто служит в органах и так далее, вы ничего не бойтесь ни за свое имущество, ни за что, у нас все прекрасно, все будет нормально, на мази. Я спросил, послушай, согласны ли будут эти, так сказать, жители, примут ли тебя после этого, например? Я не знаю, какие там мотивы у них там, знаю, у меня свое мнение, выражать не буду. Ты у кого спрашивал? Те, у кого самое святое чеченцы, до женщины дотронулись, что-то там такое, это тысячи моментов и все такое. Как это ты с барского плеча вдруг это самое?
Ты их остановишь? Говорю, примерно так. О, все, беготня. Я говорю, все. Больше я сюда не влезу. Я уже вас понял. Вы уже коммерсанты. Все, я все сказал. мудрец. Да. мудрец. Вам аял мегердом. Ясно. Ломает. Ну, известно, что кто такой Ахмед Закаев. Ахмед Закаев давно уже предал Чеченскую республику Ичкерию, чеченский, но продал, скажем так, давным-давно. Известно, это не секрет ни для кого. И поэтому, конечно, ничего удивительного в том, что эти люди ведут такую деятельность, ничего удивительного в этом нет. И только даже на основании того, что Подоляк называет нас частью России, и то, что мы какое-то внутреннее российское сообщество этническое, это говорит о том, что Закаева и его деятельность, там никто ни во что не ставит. И они делают, они занимаются, они являются оппозицией. Они всегда были оппозицией. Ахмед Закаев, Кутаев, вот эти разные все товарищи, они были оппозицией еще старой советской номенклатуры. Так называемой оппозиции. Это не оппозиция, это россияне. Они оппозиция Кадырову. Вот там вся какая работа идет. Поэтому мы не должны обманываться словам, которые они говорят. Они очень много говорят. Этот же, вот этот Ломаев, он когда-то поддерживал Тунцу Абдурахманова и выходил со мной на связи, рассказывал мне, что я не прав, что никакой демократии не должно быть, что мы построим исламское государство на основе шариата, сунны и все такое и так далее. Я не знаю, реально пытали его, забирали его или нет, может пытали и сломали, может быть не пытали, а просто его сюда внедряли. Но этот человек абсолютный флюгер, и абсолютно он из себя ничего не представляет. Что ему говорят, то он и повторяет. Закаев же является, как бы он, что они ни говорили, вот почему я здесь сижу и прямо об этом публично уже несколько лет рассказываю. Дело в том, что за полгода до начала широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину представитель правительства, так называемого, в кавычках, правительства Ахмеда Закаева, Сулим, Нашхо Эльдаров, или Руслан Сулейманов, по другим данным, этот человек предлагал мне работать на российскую разведку, на российские спецслужбы. Из-за этого я перестал поддерживать Ахмеда Закаева. Ахмед Закаев мне начал врать, что он не работает в его так называемом правительстве, что и так далее, и так далее. И я поэтому отошел от них. Я об этом публично заявляю. Поэтому и много лет я это уже делаю. Уже с момента, вот с тех пор я это уже делаю. И мне иногда кажется странным, почему вы мне не верите. Если я такие вещи говорю, зову их, на детектор лжи, например. А ты лишь детектор лжи, проверить давай публично, потому что я этим людям не верю. Там лицемерие, это не второй уровень, не третий уровень. Это 90-тысячный какой-то 100-миллионный уровень там лицемерия. У этого не два лица у этих людей, у них сотни лиц у этих людей. Я не знаю, как они сами в себе уживаются, как они живут в семье, общаются вот с таким лицемерием, с такой коварством и с таким вероломством к своему народу. Я сильно разочаровался в этих товарищах. Прямо вот это удивило. Это меня как кувалда. Я думал, где-то что-то. Нет. Я вижу, чисто бизнесменами своеобразными стали. Чисто где-то что-то. А насчет этой хуирден, насчет оппозиции и так далее, я был в тех рядах, кто противостоял им с самого начала. Это правда, это все. Тогда думали где-то что-то, жалко Дела Хельцамену, я лично их спасал. Это все равно это было мудро, мудрец. Тогда все-таки это было мудро. Я тоже осуждал после. Почему тогда не зачистили? Я осуждал, почему, в голове у себя осуждал, почему они не зачистили, почему они позволили этой пятой колонии вести себя вот таким вот образом, их не зачистили. И это то, что хотели русские, чтобы мы начали с ними враждовать, и потом они бы пришли и сказали, что вот мы тут гражданскую войну остановили. Сейчас, когда произошел геноцид и убили четверть нашего народа, граждан нашей республики, эти люди теперь подменяют нашу историю, они говорят, что они представители, фактически они нашу Ичкерию захватывают. Это обычные методы КГБ. Они также идеи течения Кунта Хайхаджи и других наших лидеров, там они
перенимали, их убивали, а потом своих людей ставили и так дальше несли эту идею. То есть, понимая, что нельзя ее победить и убить эту идею, они ее возглавляли. Вот так они хотят Я возглавить нашу согласен. Ичкерию. Вот они Я хотят согласен, я Ичкерию полностью вернуть. прослеживал всю эту историю. Она как бы, я не знаю, чуть ли не наследственно все это идет. Я фактически в твоем районе, так родовое мое и все такое. Я знаю, Кутарюшка, так в этом плане. У меня один вопрос. Я это все честное слово, все знаю, я изучал и все такое. Я удивлялся. И у меня вопрос сегодня. Чисто такой риторический, не для этого, не для того. Остался ли от чистого сердца, боясь действительно Всевышнего, каким бы ты ни был там, я не знаю, какого течения, чего там, абсолютно, надо логикой меня спросить, я пытаюсь пользоваться только логикой. Остался ли хоть один в нашем обществе, те, кто говорят, те, кто кричат, я патриот, я действительно, кроме тех, кого я лично знаю, конечно, они есть. Ну, извини меня, вот из всех выступающих остался ли хоть один от чистого сердца, говорящий, выступающий от чистого сердца, имея это в сердце? Меня страшно удивляет. Неужели до такой степени лицемерия мы дошли? Примерно так. Ну, во-первых, остался ты, как минимум, да, как минимум. Последний магиканин, последний из магиканов. Да-да. Но было бы, наверное, не совсем верно думать, что только вот остался ты или я там, или нас Я шучу. Очень Есть, конечно, есть. Я тоже. Никогда в нашей истории, ни в одном народе, особенно в нашем народе, все, так сказать, общество, весь народ в едином порыве, так сказать, согласия, никогда этого не было. Народ правили, народ направляли именно самая малая часть представителей этого народа, так называемые пассионарии. Одного реального мужчины, который знал, что такое, имеющий в своей душе кодекс чести, говорится, они и вели за собой. Очень часто это. Я все понимаю. Все, я много говорю, я слушаю. Я понял, ну, смотри, я хотел бы немножко ответить на твой вопрос, остались ли нет. Я, когда сюда приехал, я был очень, ну, скажем так, наивен в понимании ситуации. Я думал, здесь в Европе, вас здесь много, тех, кто живет здесь в Европе, и, ну, вы, по крайней мере, если даже не сможете их остановить, то, по крайней мере, всем будет ясно, кто есть кто. И вот за краем вот эти люди, они, в принципе, они не особо были, конечно, так на виду. Это я способствовал этому, чтобы раскручивать их. И за это я свою вину с себя не снимаю за это. Поэтому я и разоблачаю этих людей. Но по факту я обошел всех, искал людей, с кем я могу приложить свою. Я знал, что я один сделаю меньше, чем я буду с кем-то в команде. И я отвечал каждый день на десятки звонков. Я со всеми общался по часу, по полтора, там с некоторыми общался. И искал. Оказывается, вот 90, вот я могу смело утверждать, а я именно в плане расследования, в этом смысле у меня немножко получается. Я очень хорошее досье составил на многих людей здесь, которые публично выступают. И я с определенной уверенностью утверждаю, что 90-95% людей, которых мы видим, представляются они радикальными мусульманами, представляются они там ичкерийцами или еще кем-то. Вот кто говорит за нашу тему, а это агенты российских спецслужб. Это агенты. Я убеждаюсь в этом. Это мой личный анализ. Вот. Правда. И когда я начал искать, например, я пошел к Аяду Идигову. Ну, позвонил ему, связался, в Facebook связался, потом разговаривал с ним, там общался. И он мне не доверял. Я чувствовал, что он мне не доверяет. Потому что какой-то человек с Москвы приехал, адвокат бывший, тогда я еще был действующий, и, ну, не шел на контакт, можно так сказать. Несколько раз я с ним поговорил, и, ну, как бы говорю, Гудиас, что я должен сделать? Дайте мне какое-то задание. Я буду делать то, что делаю. Тогда я не был особо публичным, только начал публично заниматься. И потом со мной связался Хусейн Исханов, который живет в Австрии.
Они здесь организовали, представители вот этой российских спецслужб, организовали здесь в Гамбурге эту выставку, потому что я правозащитник, я именно на правах человека специализируюсь, об этом я говорю. И они именно выставку сделали по теме убийства, геноцида нашего народа. И вот Владимир Попков здесь в Гамбурге живет. Он связался, потом с Берлина приехали вот эти Закаевские, вот эта театральная труппа, которые разыграли передо мной, что они являются какими-то патриотами Ичкерии, там туда-сюда и так далее. Я попался на крючок. Я начал им помогать, я начал полностью содействовать и так далее. И, ну, в принципе, мне говорил мой один близкий мой друг, который здесь, я с ним познакомился, и он мне говорил, кто они такие, потом уже. Но он боялся, что я как бы от него отвернусь. И поэтому он говорил очень аккуратно мне. А я человек, который, ну, может быть, я наивный, но я верю людям. Такая вот у меня проблема есть. Знаете. И я не мог в это поверить, как многие, может, которые меня смотрят, тоже говорят, ну как так, такие вещи говорит Закаев, там еще что-то, как это может быть? И в итоге они меня попробовали вербануть. Ну, а это уже, я уже тогда понял, тогда уже идиот поймет. Я уже понял, что как юрист, я знаю, как это происходит. У меня студентам еще они пытались, меня тогда ФСБ, а тут меня ГРУ, видимо, вербовать пыталась. А тогда студентам меня ФСБ пыталась вербовать, и на третьем курсе я был отчислен из-за того, что не согласился. Короче, я знал, как это происходит, я изучал эту тему, я юрист. Я сразу же, у меня как холодной водой облили, и все, я сразу понял, сделал выводы свои. Да? И они очень много после этого предпринимали попытки меня или замолчать, или купить, или там уговорить. Там, ну, много было, сейчас всего я не буду рассказывать. И в конце концов, вот с моим другом, я имя его скрывать не буду, его Шаид зовут, который очень осведомлен был, и он мне сказал, что вот если ты ищешь реальных людей, то это Аят и на президиум правительства. Честных людей, которые честные, которые не предают, не предали свою страну, свой народ и так далее. И мы поехали, встретились, пообщались, поговорили и так далее, и так далее. Поэтому я тебе хочу сказать, я тогда, когда закаевцы, вот эта закаевская банда меня так обвела вокруг пальца, тогда я зарекся себе, я никогда больше никого поддерживать не буду. До того было разочарование, не только было разочарование в Закаевщине, там, вот этих мелких людях, которые за деньги продаются, было разочарование, валлахи, чуть ли не во всем чеченском сопротивлении, во всем чеченском вот этом, нашей этой борьбе, которую я чуть ли не считал святой, и я был разочарован очень сильно. Это был реально такой переход с одного состояния в другое. И я познакомился с Аядом. Аяд и его товарищи, с которыми я общаюсь, эти люди очень, на мой взгляд, это я сказал, что я не буду никого поддерживать, на мой взгляд, это люди честные, это люди верные своему слову, своему делу и стоят на этом. И это люди, рядом с которыми я готов идти, как я тогда думал, так же, как я поддерживал Закаева. Но то, что закаевцы меня обманули, вот эта вся банда меня обманула, это не заслуга, это да, не значит, что я настолько дурак. Хотя я не снимаю с себя ответственности и признаю, что я поступил не очень продуманно. Они получили больше доверия, чем они заслуживали. И теперь я делаю все возможное, чтобы мой народ об этом узнал. Я об этом буду говорить, как Чувалов. И никогда не оставлю, да, чтобы мой народ обманывать, меня обманывали. Я сидел, смотрел все эти новости, слушал этих бандитов и думал, это мои защитники, это мои герои, это мои лидеры моего народа. Но оказалось не так. Я хочу, чтобы моя молодежь чеченская, наша молодежь, чтобы мой народ, наш народ, чтобы они понимали, что отсняла нюхай вовча, война, да, они 95% они говорят правильные вещи. Но главные 5%, 2-3% они говорят то, где все уводится в сторону. Причем можно один раз говорить одно,
А потом, когда наступает такой критический или, скажем так, важный такой исторический момент, они переключаются. И момент, для чего они нас сперва собирают вокруг себя. Вот прислали антитеррора. Я могу Дитя, вот антитеррор такой есть. Я был на марше вот с этой закаевской вот этой бандой. Я был на марше, и тогда со мной связался вот этот Муслим Сатуев. Вот он связался, он очень поддерживал, делал ролики, он в Чечне находился тогда. И просил меня помочь выехать там туда-сюда, я ему там тоже там, помогал, там, как бы видно, что он шифруется, там номера меняет, там я там это, то все. Ну и как бы я чистым сердцем его поддерживал. И этот человек никогда не говорил про религию. Он говорил про Ичкерию, про свободу чеченцев, там туда-сюда. Потом, когда он сюда приехал, он здесь находится, и мы начали общаться, и он начал мне, мы там начали, там есть некоторые люди с Австрии, они начали там плавно с ваххабистов, с радикальных исламистов на всех мусульман плавно переходить. И я тогда сказал, а почему вы про всех мусульман говорите? Зачем вы сейчас всю ситуацию переводите в внутренние разборки, что мы вот здесь такие-сякие, кто как хочет, тот и молится. Если он нам не мешает, он борется против России, пусть борется. Мы потом, когда война закончится, когда деоккупируемся, Конституцию возьмем, сядем, разберемся. Мы же чеченцы, мы всегда найдем общий язык. И этот муслим там находится в разговоре у нас. И я этому муслиму говорю, ты тоже против ислама, против мусульман? Он говорит, нет, нет, ни в коем случае и так далее. Теперь только про ислам эти люди говорят. Все, они забыли, ну, они так иногда вставляют, что Россия, оккупант, туда-сюда. А так они борются только с мусульманами. Это специальная программа, которая нам закидывается. Я хочу сказать, что эти люди лицемеры, страшные лицемеры. Они говорят одно, а потом, когда ты только со временем ты понимаешь, что они лицемерят. Потому что они говорят одно долгое время, а потом резко снимают с себя маску, когда им это нужно, и начинают вести вот эту свою деятельность. Но, к сожалению, иногда приходится за это платить своим временем. Некоторые платили за это жизнями. Меня, например, вот эта вся закаевская банда на меня писала заявление, что я засланный ФСБшник, что я исламист и, там, и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, повезло мне просто чудесным образом не оказаться депортированным. Ну, я еще и очень горлушец умел. Что мне никто не обвинил меня в связях с фашистской Россией. Я перестал общаться со всеми просто со всеми родственниками, со всеми, кто там рядом, кто с ними стоял, я с ними не общаюсь. Не говоря уже о том, чтобы сейчас связываться с оккупированной Ичкерией и так далее. Поэтому Иштхалду, хум дарьяхтала. Аслан, такой, скажи, Мадер, скажи, идея Лучан Массана, тяж, докка вегарвол самого, чехан дакочерю, хороне, кетам изершвам иштхаина дюон. Я не могу ни лицемерить, ничего, но фальшь я чувствую очень сильно на подсознательном уровне, и фальшь госу. Скажи, вот сейчас вот скажи, эти люди, многие с пены у рта защищают и закаевскую сторону, и так далее, и так далее. И бывало так, что много чего. Скажи, какую пользу за все своего времени, своего действия и так далее они принесли для чеченского общества, хотя бы для иммигрантов, для беженцев, половина практически, ну так образно говоря, чеченцев здесь, и остальные, кто может, пытаются, но не могут. Что, какая диаспора, какую правовую поддержку, кому они помогли? Вот скажи мне. Я не знаю. Нет, они никому, не то, что они не помогли никому, они только себе, они деньги зарабатывают, они не помогли. Они нанесли урон Ахмед Закаеву, Руслан Кутаев, вот эта вся театральная труппа Закаева, они нанесли Удугов Маулади. Эти люди нанесли нашему чеченскому народу и нашему сопротивлению, нашему государству такой урон, который, наверное, даже Кадыров по сравнению, вот, открытый коллаборант, убийца чеченского народа, по сравнению вот с ними, он даже может показаться таким пионером по сравнению вот с этими товарищами. Я чувствую наигранность, фальшь. А вот такие Дигов, он не святой, конечно. Святых нет, ни я, никто.
точки зрения, я чувствую в этом человеке, я доверяю ему, Я честно. ему доверяю, Уважаю. доверяю, потому что не может же быть, я пришел к выводу, что не может же быть так, что чеченский народ, вот все наше сопротивление, и Дудаев, и Басаев, что они оказались вот такими же, как Закаев. И разочарование. Я очень сильно разочаровался. Еще потом украинская сторона на меня там клевала со всех сторон. Канал там атаковали, там про меня там разные вещи писали, что я там туда-сюда. И, короче говоря, в итоге все-таки я понимал, что должно быть же, не может же, что я один такой искренне думаю где-то что-то помочь, а остальные все продажные. Нет, это не так. Я верю, я абсолютно, 100% я ему верю. Я верю, что он стоит на этом пути, и он с него не свернется. Вот в это я 100% верю. Я ему доверяю, честно говоря. Я Просто доверяю. Я что доверяю. можно доверять. И что, ну, поэтому и мы все должны присоединиться, мудрец, мы должны присоединяться, бороться, писать. Нам самое главное сейчас это информационная борьба, которую мы ведем. Потому что, ну, просто они сейчас заполонили все. Почему не было? Вот я занимаюсь этим уже сколько? Воша Дусар канал долго, уже публично я 11 лет здесь нахожусь, и 11 лет я занимаюсь этим, но 7 лет я это делаю публично. И за это время, в начале, когда начинал я заниматься этой деятельностью, был там Тумсу Абдурахманов, которого заслали сюда, чтобы поддержать Закаева. То есть противостояние Тумсу Вахабит, якобы, и вот этот спецвахабит, и Закаев как будто спецдемократ. И они между собой должны быть. Задумка, драма. Да, драма. они таким образом, нас, обычных людей, которые там, душой и сердцем за себя, за свой народ, то нас они маргинализировали, вот, отодвигали нас. И только тех, кто работает на русню, на деньги работает, вот их они вперед двигали. И никого не было, практически никого не было. Сидели все в Фейсбуке, там писали и так далее, но так, чтобы пусть публично выступали, разоблачали и так далее. Аят Лидигов очень много пишет, Президиум пишет, Алла Дудаева очень много пишет, дают интервью тогда еще. Но этого было недостаточно с учетом того, что сколько сейчас появились. Посмотрите, сколько появилось вот этих разных блогеров, вот этих всех движений. Почему они появились? Только потому, что здесь есть мы. Только поэтому они здесь. Им нужно вести народ, наш народ, не по линии, что выгодно для нашего народа, к чему мы стремимся, а к тому, чтобы нас отвести от наших главных целей. И Бутейр был. Да, аннулировать, так сказать, контрработа, так скажем. Да, абсолютно. Абсолютно. Он штуку, так, к примеру, бас, на них посмотришь, вот и шадик смотришь, чувствуешь, эсмапар, фальш, по-любому дело. Ол шдарк сунгал, но доре изваж, кыч коман сегдюн, Сиюахела, nog чуть-чуть, и тюахил хезиш. Глядя на них, просто я не знаю, как-то начинаешь верить этому моменту. Да, на самом деле, знаешь, вот если проследить историю, я сейчас очень увлекся этой историей, изучаю, смотрю ее, и мы имеем корни от Ноя, пророка Ноя, то есть от 3 его сыновей. И, наверное, ты слышал мои стримы, я об этом много пишу, говорю. Я слышал, очень часто смотрю, слышу, я многое помню, я знаю. Я всех смотрел, поэтому анализирую. Да. И в итоге, знаешь, я пришел к выводу, изучая историю, вот я, например, с искусственным интеллектом вчера разговариваю, и говорю, кто может быть прямой потомок вот, Ноя? Он говорит, хуриты. Вот это Урарту, Митания, государства, которые были там. Знакомая эта тема. 1500. Метание 1500 лет до нашей эры, там, Урарту там 900, 800, 890, 800 год до нашей эры создавались эти государства. И что вот они являются потомками Бога. Практически ученые, многие уже доказывают, что хуриты это прямые, мы являемся потомками этих хуритов. То есть мы прямые потомки Ноя. И к чему я пришел? Что за всю историю, начиная от того же Древнего Рима, которые тогда возглавили одна определенная группа людей, и они узурпировали власть,
и они погрязли в роскоши, в диктатуре, в тирании, и уже там что угодно делали со своими людьми, которые там проживали. И всегда вот эти люди восставали. То есть я пришел к выводу, что мы, чеченцы, всегда диктатуру, которая каким-то образом где-то там возникала, мы против нее уступали. И Венюка, Хильбу, и все, кто, и Тонбуй, Нохченюка, просто мы он Бахтхельбизвали. Мы тысячи лет, кто-то продается, и мы всегда остаемся тем, кто не продается. Кто-то становится диктатором и подпадает под диктатуру, а кто-то остается свободным и не продается. И мы тысячи лет в этом состоянии. Это не только Урарту, это не только Метания, это не только Древний Рим, который тоже эти же люди, потомки Ноя, создавали изначально и Древний Рим, и Иерусалим. И вот эти все вещи, это невероятная просто информация, которая, ну, просто очень трудно ее с первого раза полностью ее принять. Но когда ты начинаешь понимать, ты понимаешь, что Вейоушенца Бог кушбал, нах буйр, да, вошен, да, бойла, ахчани, человек человека, когда подавляет, вот мы всегда выступали против этой диктатуры. Это наша миссия на этой земле. И, к сожалению, и сегодня такие люди есть. И мы удивляемся, вот как это так. Мы долгое время просто не получалось у нас разделиться, потому что нас долгое время не делили. Вот сейчас мы с ингушами делимся, там между собой делимся, а нас всех считали единым для уничтожения, просто единым. Всех под нож пустить нужно было. И они так этим занимаются. Сатана, дьявол в лице КГБ России, имперская Россия, они всегда этим занимаются. Поэтому, как только начали платить и нас разделили, сказали, вот вы будете гибнюками, мы вам платить будем, а это будет народ, который мы через вас будем им управлять. Вот, вот тогда мы увидели истинное лицо даже некоторых наших родственников. Ну, именно, то есть им удалось внести в общество, ввести именно план, весьма, так сказать, сатанинский план, культ материального, и на этом они разделили нас в пух и прах. Он до той же выйдет. Как это? Мне кажется, знаешь, как грязь, которая на солнце высыхает и отпадает, они от нас отпадут. Может, нас останется не так много, но мы не можем исчезнуть, потому что вот идея свободы и равенства, демократии, она пронесена нами через, может быть, я не знаю, когда этот потоп произошел, но с момента Ноя, там, некоторые говорят, это 7 тысяч лет, 7600 лет, некоторые говорят, там, 5 тысяч там, лет, 6 тысяч лет, некоторые говорят, 10-12 тысяч лет, пока я этого не могу сказать, но я знаю, что эти тысячи лет мы оставались тем, кем мы были и есть, и мы останемся. И мы останемся. Да, психология свободных людей никуда не делась. Менталитет, как это доказывается, наука и все дела. Это из волка собаку не сделать. Да, где-то что-то приходится приспосабливаться, чтобы выжить и так далее, и так далее. Чеченцы были, чеченцы есть, штукой идем. В этом плане, я думаю, переживем это. И, как говорится, самое сейчас тяжело, сегодня тяжело, гнет полнодойна, все это, как говорится, сортировка происходит, кто есть, как что, все это происходит. Многим потом будет стыдно, конечно же. Тяжелейшие вещи, и через века, через тысячелетия прошел наш народ в этом плане. Точно так же это закрепляло нас. Как говорится, перед самое темное время бывает перед рассветом, что вот это я хотел сказать. Я надеюсь, ты не забываешь, не забудешь, не собьешься, не забудешь, что ты смертный. Да, Аллах, я не забуду, да, Аллах, и не собьюсь. Да, Аллах. Карвал, Халдуол, Карвал, Халдувадевич, Арцевал, Халдец, он Исула, да, Аллах, он Исаду, да, Аллах, он Хабаш Болне, Таван Саня Братис, Таван Суацаца, Омса, Кюрчуде, но Асфаришту нет.
тысячи лет годов, что удовари дудавине бацали, я ая дидиги бацали, птичья бацали, и мы видим по Украине это всех людей. Люди делятся на свободных и на диктатуру. Да. Вот и все. Весь мир делится именно так. И именно об этом говорили все пророки, все посланники Божьи и все великие люди на этой земле, которые были, говорили именно об этом. Да, да, Мула. Все будет отлично. Да, Мула. Да, Аллах. Пускай там некоторые не верят и так далее, всякие там Ломаевы, Мамаевы и так далее. Мы верим, мы знаем, иначе смысла нашего дальнейшего существования нет вообще никакого. Абсолютно Да. точно. Absолютно точно. И что он думает? Gözler 5 diyasiya çağım diyor onu soğuk yaşlıyor. Esliyor onu ama bezir diyor onu amaş bu. Üç kez göbert. Çağdık bu. Olmaz. Enerjiden aj doğru. İşte bu. İşte bahadır diyor. Şöyle ki tamam kuşluk vayın lay amal şedir vajder şedik. Dünyanın homunu قلوة نوتي شالغون خياتك كده كوجر عينك جرسمي أتكيش تكر ديك ده يا تبال شو هيج وده يحشو على الروسا هذيك ده Так. Смотрите, сегодня я бы хотел бы тоже сделать одно очень важное по поводу событий. Я знаете, что меня беспокоит? Они очень много людей у нас вооружают в оккупированной Ичкерии, и они люто нас ненавидят при всем при этом. Это может говорить лишь о том, что они попытаются этих людей бросить под вот этот каток войны в Украине, вот этих людей, а наш народ начать либо депортировать, либо уничтожать его. И в связи с этим я хотел бы сказать, что если это мы увидим, я всех призываю сейчас, если они будут пытаться нас депортировать, а наших там людей, хотя они сейчас вся эта система, она и так работает против нашего народа, их насильно отправляют в Украину, кто-то не едет, они убивают их, убивают родственников, если не едут, пытают, избивают, унижают, что не меньше страшно, чем само убийство или истязание. Если это произойдет, мы все должны будем призывать к тому, чтобы мы восстали, здесь в Европе восстали против всех этих посольств российских, любого места, где вот это ФСБ их находится. И, конечно же, внутри самой нашей страны, Ичкерии, там мы должны будем тогда призывать народ сразу. Я думал над тем, что когда нас депортировали в 1944 году, тогда нас около 70% погибло. И я задумался, а если бы мы тогда, ну там в основном женщины, дети, старики оставались, очень мало было мужчин, потому что всех они собрали, отправили на войну, как сейчас они это делают, пытаются собрать, всех отправить. Во-первых, нужно сделать так, чтобы не идти на эту войну категорически, ни при каких условиях, даже если вас убьют. К сожалению, я не хочу эти вещи говорить и там какие-то вещи предлагать, но даже если убьют, я лично, я так скажу, я бы не пошел бы. Ни за что не пошел бы. Даже всю семью убили бы, я не пошел бы туда. Конечно, легко мне здесь это говорить, сидя в Германии, но вот такая вот ситуация. Но если такое будет происходить, и как это было в 1944-м, если бы мы сопротивлялись бы, они бы тогда бы нас столько не убили бы. Понимаете, если бы тогда 70% просто унизительной, жестокой смертью они убили 70% нашего народа. И оставшиеся 30% оставили только потому, что посчитали, что мы все уже сломались, и больше нас уже никогда ничего не возродится, и ничего из нас не станет. Причем никаких документов не давали, всегда мы были таким второсорт, пятый сорт, там сортов много в России. Были пятым, десятым были, самым плохим у них были, плохими были. И поэтому мы должны понимать, что если такое они нам будут сейчас подводить нас к этому, мы сразу должны реагировать и начать тогда восстание везде, и здесь в Европе против всех вот этих всех мерзавцев, подонков, если они массово начнут нас истреблять.
И там, конечно же, в оккупированной Ичкерии, тогда нужно будет восставать, и тогда уже надо будет там заходить туда и уже спасать наш народ. Поэтому это я так, на всякий случай, предупреждаю и фашистскую русню с ее руководством. У них здесь очень много денег, у них много здесь своих родственников, Запад им помогает. Продажные, лицемерные или какие-то свои там личные интересы, да, у этого Запада, ну, такое вот есть. Поэтому мы должны быть готовы к такому развитию событий. Валейк салам, гражданин Ичкерии, Машвой. Ситуация вот сейчас с Ираном, она тоже очень опасна. На Кавказе сейчас нагнетается ситуация. Сейчас идет активное обсуждение. Израиль признает геноцид армян османами, турками. И вот эта ситуация, там они все раскручивают. Потом турки возмущаются, надо признать геноцид палестинских арабов, там, арабов Палестины, там, и так далее, и так далее. Да, я обращаюсь и к израильтянам, и к туркам. А почему вы не видите геноцид чеченского народа, который произошел вот буквально, можно сказать, вчера и сейчас находится? Где же вы, защитники всего остального, столетней давности, более столетней давности геноцид вы помните, а сегодняшний геноцид вы не помните? Почему палестинцев сейчас вспоминают турки, когда признают евреи геноцид армян? А что же вы раньше турки не признали этот геноцид армян? Почему же вы официально об этом не заявили? Вот это, знаете, когда борются не за права людей, на самом деле, а просто лицемерят. Лицемерят просто, чтобы навредить друг другу. Такая борьба идет, сталкивают. А когда был геноцид чеченского народа, друг Натаньяху Путин и поставили в мечеть в Израиле. Просто, ну, отдел ФСБ Израиля имени Кадырова назначен. То есть предателя чеченского народа, убийцу чеченского народа, вот просто понимали, вот это, когда сделали геноцид, он людей пытает, а там называют мечеть имени Кадырова. Турки мечеть Кадырова не построили, слава богу, но Эрдоган очень тесно сотрудничает с Путиным, так сказать, сотрудничал, сейчас немножко ситуация изменилась. Вот такие вот вещи, друзья, мы должны на это обращать внимание, напоминать им всем. Они обижаются, конечно, все обижаются, но я не буду, я независимый человек, я не буду жалеть никого, если дело касается принципов справедливости и прав человека, вне зависимости от какой он национальности и какого вероисповедания. Мы, чеченцы, наша миссия примирение людей и быть справедливыми, независимо, даже если это наши. Наш, мы его в 2 раза больше должны говорить о нем и рассказывать. А так, конечно, мы должны только находясь на стороне справедливости, на стороне света, только тогда мы сможем принести пользу, а не стать в какой-то лагерь стать и сказать, о, да, вот сейчас там ко мне армянин заходит на стрим, говорит, а вот ты признаешь геноцид армян? У меня сразу возникает вопрос, почему я должен признавать геноцид армян столетней давности, когда армяне не признают геноцид чеченского народа? Где армяне, которые поддерживают чеченцев? Где армяне, которые признают геноцид, совершенный фашистской Россией над чеченцами? Нету таких армян. Нету. Но нужно, чтобы вот мы признали геноцид армян, поссорились с турками, хотя турков и азербайджанцев тоже убивали. И это война, противостояние, которая, ну, которую я хотел бы, чтобы ее не было. Но занимать чью-то позицию, сторону, если был геноцид, есть факты, я признаю, без проблем. И геноцид армян признаю, и геноцид других признаю, азербайджанцев, турков, которых убивали тоже огромном количестве, да, мы же тоже это знаем из истории. Поэтому, но нужно быть не так, что вот, знаете, у нас чеченцев есть такая пословица, нужно быть не как ган, а как, не как тяпка, знаете, тяпка или грабли, которые в свою одну сторону гребут, а нужно быть как пила двуручная, чтобы раз, 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 когда
с двух рук, когда пилят. Вот такие вот нужно быть, да. Почему-то кажется, что я здесь сижу, и я должен кому-то чего-то. Я никому не должен. Это вы все, мы все должны Украине сейчас, и вы все должны нам, и украинцы в том числе, потому что у нас был геноцид, и мы сдерживали эту империю. Пока многие зарабатывали на этом, а Натаньяху лично дружил, и Эрдоган дружил. Значит, сейчас вот случилось что-то ужасное, да, что-то сейчас не поделили они. Сейчас у них какие-то там противостояния. Как-то так, друзья. Друзья, я сегодня на этом свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра обязательно заходите на стрим с Аядом и Диговым. У нас будет стрим. Будет очень, как обычно, очень интересно. Задавайте вопросы и прошу вас всех заходить. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Адикёль, Маш, Оль. Всего хорошего. До свидания. Боже, благослови вас, маршал, переводы. Делись маршал, Хуль, Дойль, Масу, Машмой. Светлана Хадзевич, приветствую вас, витаю вас. И тебе, гражданин Ичкерия, Баркал, Делись, слышу, Масана. Адикёль, Маш, Оль. Всего хорошего. До завтра, друзья.